Здравствуйте, с вами телепрограмма «Точка взаимодействия» и журналист Олег Жулнин. По просьбам жителей Сайсарского округа и личной инициативе руководителя организации «Высота» Сивцева Станислава Ивановича производится реконструкция детской спортивной площадки в Сайсарском округе. Как вы видите, на данной площадке выполняются работы и будет в конечном итоге выполнены работы по устройству напольного резинового покрытия, установке спортивного инвентаря для занятия общефизическими видами спорта. Также 16 числа будут проводиться соревнования по системе ГТО. Мы находимся еще на одной площадке, и это уже Лонгина 38 Сайсарского округа. С этой площадки в свое время стартовали первые проекты компании «Высота» под руководством Станислава Ивановича Сивцева. В 2013 году, когда я впервые заявил свою кандидатуру как кандидат в городскую думу, я сказал о том, что в нашем городе Сайсарский округ и вообще окраин не должно быть. Понятия такого окраина не должна быть. И я сказал тогда, что нужно развивать социальную инфраструктуру, любую, хоть в виде этой площадки спортивной, которой ее вообще не было в Сайсарском округе на тот период. Строительство детских садов, школ, с различного рода учреждений, которые бы создавали рабочие места, библиотеки, которые бы давали бы возможность дополнительному образованию, скажем, детей, да, их развитию, да. Тогда, когда будет эта инфраструктура развитая, в таких районах, как Сайсары, да, то, естественно, любой застройщик будет заинтересован зайти и начинать строительство здесь путем расселения, скажем, с деревянного фонда жителей в новые благополучные хорошие дома, комфортные, которые соответствуют современным требованиям. Это что важно? Водоснабжение, газоснабжение, электроснабжение, водоотведение, канализация. Соответственно, тут рядом сопутствующие какие-то коммерческие объекты. Это магазины, бытового обслуживания какие-то объекты. Да? Можно сказать, что эта спортивная площадка, она тогда послужила для меня визитной карточкой. За этот период я своим личным примером заключил договор, по моей же инициативе, заключил договор с окружной администрацией по развитию территории в границах определенных в 78-м квартале, это по улице Бекетова и Притузова. И мною было расселено 22 многоквартирных жилых дома, но они были по четырехквартирные, да, многоквартирные жилые дома, в целом где-то 80 квартир. На сегодняшний день я завершил этот проект, всех расселил, всех удовлетворил. И сейчас продолжаю на освободившихся земельных участках строить новые дома. И, соизмерив, как говорится, свое состояние здоровья, свое настроение, и необходимость, и то, что нужно
продолжать также работу в этом плане в Сайсарском округе. Вот. И, как говорится, решил повторить второй шаг в развитии нашего округа Сайсарского. Обновить, опять же, начинать с этой спортивной площадки, вот, которая была в тот период такой популярной, да, обновить ее, реконструировать в какой-то мере, вот, современными элементами, да, вот, которые сейчас хорошо пользуются спросом, да, вот, и, соответственно, зайти в комплексное развитие в 85-м квартале Сайсарского округа, где я запланировал расселить вот в данном районе вот эти дома расселения, да, вот этот дом сзади стоящий где-то примерно 135 квартир получается, вот. Ну а само строительство планируется, здесь разрабатывается проект планировки территории, там где-то на 75 тысяч квадратных метров нового жилья, вот. Ну, примерно вот такое начало. Мы проведем здесь 16 июня, планируем провести 16 июня спортивные соревнования по многоборью «Готов к труду и обороне» среди учащихся школ Сайсарского округа. Этот опыт у меня уже есть. Многие дети любят эти соревнования. Вот. Учителя физкультуры активно готовятся к этим соревнованиям. Мы уже направили в адрес директоров школ свое предложение, вот, с регламентом проведения этих соревнований. Вот. Готовимся сейчас именно к этим упражнениям, какие они должны будут применять. Ну, это все в стандартах Федерации «Готов к труду и обороне». Вот. Это движение нужно развивать. Вот. А я думаю, что это будет хорошее начало, если мы площадку приготовим и проведем эти соревнования в развитии этого нашего проекта по комплексному развитию территории 85-го квартала. И эта площадка была стартом к развитию застроенных территорий в 78-м квартале. Все, мы выполнили свою задачу за этот период, всех расселили, всех удовлетворили, решили сделать второй виток, только уже в виде комплексного развития территорий в 85-м квартале, и именно начиная, повторяя, опыт с этой площадки. Ведется реконструкция и будет дан старт новым проектам компании «Высота». У меня принципиальное свое мнение о том, что если я занимаюсь бизнесом, предпринимательской деятельностью и получаю, скажем, доход от своей работы, деятельности, то я должен как-то вкладываться в развитие помимо прямой деятельности от предпринимательства, вот, скажем, как внебюджетный расход, вот, не целевой расход. Вот. Именно в развитии там, где я работаю, там, где я живу. Вот это вся энергия должна идти там, где ты живешь, в население, в людей. Все нужно вкладывать в людей, в детей, чтобы страна была крепче, чтобы город был краше.